Малгобекском районе продолжается строительство новой автодороги длиной в 12 километров, связывающей город Воинской Славы и сельское поселение Вежери-Юрт. Ранее рабочие подготовили основания, уложив песчано-гравийную смесь в 2 слоя. Теперь дорожные строители заняты укладкой и разравниванием асфальта. Транспортная линия входит в список региональных проектов благоустройства автомобильных дорог и строится по инициативе главы Ингушетии. Михаил Тангиев расскажет. Дорожные строители из Ингуш-Автодора уже 3-й месяц, не покладая рук, трудятся над строительством новой транспортной артерии в Малгобекском районе. Старая автодорога, соединяющая Малгобек и село Вежери-Юрт, долгое время оставалась проблемной для местного населения. Все изменилось, когда жители села обратились к главе республики с просьбой посодействовать в строительстве новой и качественной автомобильной дороги. С тех пор закипела масштабная работа. В первую очередь подвели подготовительные земляные работы, потом двухслойные СПГ с двухслойное основание. И вчера начали ложить асфальт толщиной 8 сантиметров и шириной 7 метров. Протяженность 12 километров. Для укладки автодороги рабочие используют мелкозернистую асфальтобетонную смесь. Всего здесь будет уложен 1 слой дорожного полотна, а трасса отнесена к 4-й категории сложности. У нас предусмотрено устройство дорожных знаков в количестве 159 штук. Также устройство пешеходной зебры, то есть пешеходного перехода, около 5 штук. Устройство искусственных дорожных неровностей, около 7 штук. После завершения строительства максимальная скорость передвижения на автодороге Малгобек-Вежери-Юрт составит 60 км в час. Представители Ингуш-Автодора призывают водителей соблюдать все ПДД и помнить, что эта дорога не предусмотрена для того, чтобы ездить на перегонки. Участок очень отдален от центра, допустим, Назрани, от города Малгобек. Вот, вы сами видите, как вы сюда, когда приезжали, когда ехали сюда, в каком состоянии была дорога. Вот, соответственно, устройство асфальтобетона намного улучшит и жизнь, и нахождение в данном населенном пункте людей и, в принципе, всех жителей. Объект должны сдать уже к концу этого месяца, но работы идут с опережением графика, и поэтому первые машины могут проехать по новому гладкому асфальту раньше, чем запланировано. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.